К Международному дню родного языка представители Кыргызско-Российского славянского университета посетили столичную среднюю школу номер 52. Ученикам и педагогам вручили стенды для кабинета русского языка и литературы. Русский язык вообще язык родной, наверное, для представителей, для русских, да? Но он стал родным и для представителей других национальностей. Вот в Кыргызстане он довольно-таки популярен, на нем говорят, разговаривают, он является официальным языком Кыргызской республики. То есть он живет. А почему? Потому что, вот как история показала, русский язык, вот в частности в Кыргызстане, всегда был языком созидания. Стенды изготовлены в КРСУ на основе авторского проекта заместителя директора Института русского языка, доктора исторических наук Ольги Сумароковой. Подаренные стенды отражают национально-культурные и исторические реалии и станут надежным подспорьем в организации учебного процесса, так как дают возможность учащимся по-новому взглянуть на русский язык. Представители вуза высказали напутственные слова ученикам, отметив, что в любые времена человек богатый интеллектуально и духовно гораздо успешнее человека, богатого материально, и призвали работать над собой, преодолевая лень и скуку. На этих стендах нет правил, как мы привыкли, да, в школах, на стендах какие-то подсказки нам, и во время контрольных работ мы подглядываем и смотрим, как же правильно написать «жи» и «ши». Здесь никаких подсказок нет, скорее такой ориентир в жизни, стенды, которые должны вас просто вдохновить и смотивировать на изучение русского языка. Школьникам подарили комплект книг, изданных в университете, о Чингизе Айтматове, Николае Приживальском, Константине Юдахине и Евгении Поливанове. Ученики тепло встретили гостей из КРСУ и подготовили концерт. Стоит напомнить, что 2023 год в Содружестве независимых государств объявлен годом русского языка, как языка межнационального общения.